Hello and welcome back. С вами Наталья Макдональд в выпуске Сиднея на Дукаскопе ТВ. На этой неделе я посетила Мельбурн, и сегодня мы общаемся с Крисом Конвеем из Australia Stock Report, чтобы понять, как трейдеры реагируют на такой уровень волатильности на рынке. Мистер Конвей, спасибо, что согласились сегодня с нами пообщаться. Итак, инвесторов всего мира сейчас беспокоят одни и те же проблемы, преимущественно связанные с Китаем, США и еврозоной. Недавно РБА дал понять, что от Китая на самом деле сейчас многое зависит. Я полностью согласен с утверждением, что Китай – это эпицентр всего, что происходит на мировом рынке. Плюс потенциальное повышение ставки США – все это перемешалось. Несомненно, замедление экономики Китая может негативно сказаться на Австралии, которая экспортирует большой объем сырья в Китай. Сейчас замедление экономики Китая, вероятность повышения ставки в США делает прогноз для Австралии, и не только для нее, не очень радужным. Теперь для стран и целых регионов тяжело понять, что может простимулировать рост их экономик. Китай однозначно торговый партнер номер один в Австралии. Все, что происходит в Китае, влияет на Австралию. Но и фактор США также важен. Эти два фактора тесно связаны друг с другом. Если они будут негативными, то экономика Австралии вместе с экономикой всего мира и мировыми финансовыми рынками испытают нелегкие времена. Инвесторы сейчас занимают больше коротких или же длинных позиций в период такой рыночной волатильности. В плане наших продуктов, основанных на подписке, согласно отчету, фиксируется большая активность в торговле еврофондами. Трейдеры занимают как длинные, так и короткие позиции. Я лично не думаю, что долгосрочные инвесторы будут закрывать свои позиции и занимать короткие. Но трейдеры всегда остаются верными себе и хотят использовать малейшую волатильность. Поэтому долгосрочные инвесторы просто стараются добавить варианты в своей стратегии. Таким образом, они также хеджируют свои портфели в плане обвала рынка. Например, за последние несколько месяцев фондовый рынок Австралии упал почти на 20%. Так мы наблюдаем оживление трейдинговой активности, но это следствие волатильности. So, yeah, there's definitely been a pickup in trading activity, but that's synonymous with volatile times like we're experiencing now. В данный момент ASX в самом худшем положении со времени мирового финансового кризиса. Уже практически наступил четвертый квартал 2015 года. Как эти данные влияют на ваш прогноз? Как я уже говорил, не лучшим образом обстоят дела у Австралии, Китая и у всего мира. Два влияющих фактора – ситуация в Китае и процентные ставки в США – сформируют завершение этого года и начало следующего. Если замедление экономики Китая будет более стремительным, чем все ожидают, если США повысят ставки в сентябре, чего, я надеюсь, не произойдет, ASX просто не сможет восстановиться. Тогда он будет на уровне 47-48.00. Согласно экономической теории, процентные ставки нельзя повышать, пока рост экономики не будет достаточно динамичен. Не думаю, что кто-то может сейчас утверждать это относительно экономики США. Я очень обеспокоен потенциальным повышением ставки. Я искренне надеюсь, что они этого не сделают. Я надеюсь также, что ФРС обратит внимание на масштабную распродажу до Уолл-стрит, которая состоялась лишь пару дней назад. Это как сигнал для ФРС не повышать ставки. $1,000-point sell-off that we saw on Wall Street the other day, I think was Wall Street saying to the Fed, please don't raise interest rates. So, yeah, I don't see us making any appreciable gains towards the end of the year. 5,000 is probably the cap.
We're seeing negatives across most sectors domestically. Мы наблюдаем негативные показатели в многих секторах экономики. Ввиду этого, существуют ли положительные моменты? Стоит ли сейчас что-либо покупать? Да, есть пару индикаторов, которые указывают на выгодное приобретение. В секторе розницы существует несколько привлекательных имен. Например, это Retail Food Group. С марта акции этой компании торгуются по цене $8 за единицу. Но сейчас она на стадии поглощения еще и других компаний. Gloria Jeans и несколько брендов пиццы. Таким образом, Retail Food Group расширяет свои возможности, спектр своего предложения. Одна из ветвей бизнеса компании – сеть кофейных мельниц. Эта компания очень в хорошем положении, чтобы воспользоваться всеми преимуществами роста рынка и восстановления экономики, когда это произойдет. Также нам нравится компания Solomon Luz с несколькими замечательными брендами, один из которых – Smiggle. Это бренд канцелярий для детей. Количество магазинов этого бренда уже превысило 200. Прибыльность этой компании на высоком уровне. Каждый отчетный сезон компания сообщает об увеличении прибыли. Я думаю, что в следующем их отчете также будет зафиксирован рост. А недавно мы узнали показатели продаж, которые говорят о сильном положении сегмента одежды среди других сегментов сектора розницы. Также мы считаем банковский сектор стоящим инвестиций. Это же касается и сырьевых инвесторов, которые готовы вложить деньги на очень длинный срок. The banks perhaps as well are at fair value, and probably the commodity players as well. If you're a really long-term investor, they're nearing the bottom of the cycle. So there's a few names there that we don't mind having a look at the moment. Certainly a few for the bargain hunters. Крис, спасибо, что были сегодня с нами. So much for your time. I appreciate it. That is all we've got time for. Дорогие зрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь только с Copy TV. Interviews and updates. For now, though, it is goodbye.